Сегодня на нашем канале выйдет новый выпуск программы «Герои среди нас». Моя коллега Вероника Павлова узнала о том, что в село Трехизб Шимурша Шимуршинского района вернулся педагог-энтузиаст, который в начале 90-х на своей кровной затеял немыслимую не только по тем временам, да и по нынешним стройку. Решил возвести школу искусств. Тогда об учителе из чувашской глубинки Александре Семенове узнала вся страна. Что там, весь мир. Его приглашали на работу в Америку, но он отказался. Надо было довести до ума начатое дело. Но воплотить задуманное в жизнь дядя Саша, так ласково учителя зовет местная ребятня, пока все еще не может. Последние 10 лет он вообще жил не в Чувашии. С какими трудностями педагогу снова пришлось столкнуться по приезде на родину? Подробности далее. Сколько лет у вас здесь не было? 10 лет и 3 месяца. Не скрывает, считал и месяцы. Тогда, в 2012 году, Александр Семенов взял тайм-аут и уехал на море писать картины. Да и работы в районе для учителей высшей категории как таковой не нашлось. В лагере «Орленок» педагогу предложили аж 2 ставки, да еще и просторное жилье. Правда, замок свой навещал, так дети прозвали строение художника. Денег-то на его возведение вложено немало. Соседи, конечно же, за имуществом следили, но не целыми же днями. Иногда со двора пропадали стройматериалы. Пока здание школ не растаскали по кирпичикам, Александр Семенов решил вернуться на родину. За возведение школы искусств он взялся 30 лет назад, когда ему было 24. Чертежи набросал еще в армии, а первоначальный капитал скопил во время студенчества. Работал гардеробщиком и мыл полы. У Александра Семенова всегда было свое видение, как нужно учить детей. Это и придавало сил. Хотелось немножко отойти от государственной программы преподавания ИЗО. Мне многое в этой программе не нравилось и раньше, и сейчас не нравится. Хотелось, чтобы была авторская программа преподавания ИЗО. Ту самую программу и оценили сначала на районном, республиканском, а потом и вовсе на всероссийском конкурсе «Учитель года». О сельском педагоге узнал президент страны Борис Ельцин и поручил из резервного фонда выделить ему 100 тысяч рублей. Приезжали республиканские чиновники подивиться строением художника, обещали помочь, правда, только на словах. За 30 лет сменилась власть. Ученики успели вырасти, а педагог все грезит довести дело своей жизни до конца. Даже с моря приехал со стройматериалом. На берегу моря часто можно найти обломанные куски коряги или вот лианы в данном случае. Они полируются на воде, на песке, долго лежат. Если их собрать, высушить, это хороший материал, как оказалось. Пришлось нанимать целый фургон, чтобы доставить дары моря в Чувашу. Здесь 450 видов ракушек, а с кораллами и того больше. В поисках эксклюзивных экземпляров изъездил все прибрежные черноморские города, рассказывает Александр Семенов. Теперь к нему часто наведываются гости. Приезжают из близлежащих лагерей и соседних районов подивиться уникальной коллекции. Остаются на мастер-классы. Материал интересный, природный. Тут обычно же у нас шишки, растения, палки, ветки. Здесь. Я специально привез побольше их, несколько мешков. Все лето к Александру Семенову ходят дети. Приезжают из Батрева, Чебоксар. Есть и москвичи, которые летом гостят в деревню у родственников. Они занялись пиаром замка, завели страницу ВКонтакте. Чтобы помочь учителю накопить финансы на отделочные работы, даже картины свои выставили на продажу. Первоначальная стоимость этой абстракции – 10 миллионов. Это, конечно, шутка была. Ну, как шутка. За 10 миллионов возьми. Ну, хоть бы за полмиллиона. В художника верят односельчане, друзья детства. Они недоумевают, почему таланту все никак не могут найти применение на родине. Единственное, Пельдер-Гильзе предложили ему работу. Завклуб. 5000 зарплаты. А если еще пол будешь мыть, будет 7. Предлагали даже вести кружки, но зарплата небольшая, от силы пару тысяч, рассказывает Александр Семенов. Не исключает, что, возможно, в скором времени соберется. Надо же как-то коротать зиму. А еще и денег поднакопить, чтобы достроить свой замок. Вероника Павлова, Андрей Шоклев. Вести Чуваша.